Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. И вот о чем пойдет речь. Дистанционное обучение для столичных школьников пока сохраняется, но не для всех. Расскажем, кто снова вернется за парты. С сегодняшнего дня движение в сторону Мирного закрыто. Сегодня был последний день работы парома на реке Вилюй. Серебряная медаль на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Минеральная добавка увеличивает надой молока на 15%. Санитарно-противоэпидемическая комиссия города Якутска приняла решение продолжить образовательный процесс с 16 по 22 октября в очной форме для обучающихся с 1 по 4 классы. Для 9, 10, 11 и 12 классов очная форма обучения возобновляется с понедельника, 18 октября. Школьники же с 5 по 8 классы продолжают обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Также дистанционный формат пока сохраняется в учреждениях дополнительного образования. В том числе это касается кружков, секций, дополнительных занятий и различных внеучебных мероприятий. Тем временем доступ в общественные места в республике станет возможным с сертификатом о вакцинации и QR-кодом. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата от вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболеванием новой коронавирусной инфекции, подтверждаемых QR-кодом и документа, удостоверяющего личность, говорится в указе. Данные условия начинают действовать с 20 октября для театров, музеев, библиотек, домов культуры и других культурно-досуговых организаций. С 25 числа для фитнес-клубов, тренажерных и спортивных залов, а также бассейнов. А с 1 ноября QR-коды будут требоваться для посещения ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Сертификат и QR-код можно получить после вакцинации на портале госуслуг. К другим темам. В связи с окончанием ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Налёк-Минска авиакомпания «Полярные авиалинии» открыла продажу авиабилетов по регулярному маршруту Якутск-Алёк-Минск-Якутск. Период продаж октябрь этого года, март следующего. Рейсы будут выполняться на самолете Ан-24. Вылеты в октябре 23 октября, 27 и 30. С ноября 2021 года по март 2022 по вторникам, четвергам и субботам. С сегодняшнего дня движение в сторону Мирного закрыто. Сегодня был последний день работы парома на реке Вилюй под селом Кюндядя. Речники не смогли, несмотря на 5-сантиметровую шугу, до последнего отработали навигационный период. Желающих переправиться на тот берег становится все больше и больше, ведь с сегодняшнего дня Сунтарский, Мирнинский районы останутся отрезанными от столицы. Поэтому необходимо запастись всем необходимым. Для справки, под Кюндядей паром закончил свою работу на 4 дня раньше, чем в прошлом году. Но эта переправа необходима. Допустим, летом, когда ты подъезжаешь, представляете, они здесь не спят. Кто-то приехал в 5 утра, кто-то в час ночи. Им хочется переехать. Их будет. Они начинают работать, работают круглые сутки до светла. Конечно, это возможность заработать, но с тем это очень полезная профессия. Это можно сказать про пчел. Да, вот они же себе мед, но у них же берут. Как-то так. Мне кажется, они очень необходимы, эти люди, пока не построят мосты. В Амгинском Наслеге ведется строительство дамбы для защиты затопляемой зоны. В 2018 году в Амгинском Улусе произошло наводнение, которое принесло очень большой ущерб населению. Так, только в селе Амга пострадали свыше 300 человек. Было затоплено 134 участка и 66 частных домов. Для предотвращения подобной трагедии администрация Наслега стала ставить вопросы о строительстве дамб для защиты затопляемых зон. И в этом году своими силами начали строительство дамбы в Аласе-Мона. Там в 2018 году было подтоплено 15 участков. Строительство дамбы началось в начале сентября. На данный момент ведутся работы по бетонированию. Следует отметить, что строительство дамбы не только решит проблемы с водой в этой местности, но и проблемы с участками для ИЖС и для многодетных семей. Здесь будет шлюзовая заслонка стоит, задвижка, чтобы когда с поселка весной вода уходит, она поднята. Когда оттуда начинает давить, мы ее закрываем, и все, и вода не проходит в поселок. Как это было не так давно, здесь все затопило. Такого давления нету, и такой высоты воды нету.
чтобы она не справилась. Строим же согласно проекту, поэтому должно все выдержать. В Аймиконский район горюче-смазочные материалы поставляют из Магадана. Это касается райцентра, а также из Якутска в сельскую местность. Цены заметно отличаются, что вызывает некоторое недоумение у автовладельцев. На заправочной станции побывали наши корреспонденты и все увидели своими глазами. Автовладельцы Уснеры расстроены. Уже второй раз в этом месяце выросла цена на ГСМ. Позавчера было 68 рублей, а сегодня уже стало 72 рубля. И даже если сравнить рядом находящиеся населенные пункты, то, например, в Сусумане она стоит 60 рублей, а в Кубыме стоит 57 рублей. Мы работаем от приказов, от поставок машин. Пришла машина, соответственно, пришел приказ на новую машину. Цена поменялась на 68 рублей. Следом пришла новая машина, также поменялась цена, пришел приказ, соответственно, стало 72 рубля. Как реагируют водители? Очень плохо, негативно реагируют на это. Всем понятно, рост цен на ГСМ автоматически вызовет повышение цен на все товары и услуги. Вы откуда едете? Сейчас с Магадана. А где вы в последний раз заправлялись? Последний раз в Ягодном. Помните цену на ГСМ? 73-60. В Магадане 60-60. Солярка, во-первых, плохая. Вот почему он дымит. Мы здесь заправились. Пока декстрона не залили, пока очистители не позаливали, она вообще не ехала. Черный дым идет и все. Следует заметить, что ГСМ в Уснеру поставляют из Магадана. Ну, конечно, большие, но нам деваться некуда. Мы и рады тому, что он есть, хотя бы бензин. Не вижу. Я знаю поставщиков топлива и знаю, как они закупают топливо. Да, все у них на тендерной основе. Они тоже не в плюсе сидят. Неплохой альтернативой стало бы открытие в Уснере заправочной станции от якутских поставщиков. Но дело почему-то движется медленно. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Минеральная добавка циолит благоприятно влияет на показатели удоя молока. Так, при добавлении в кормовой рацион крупного рогатого скота этой добавки процент удоя молока повышается на 15%, а вес молодняка на 12, а то и 23%. Автор разработки минеральной добавки, доцент кафедры общей зоотехники Агротехнологического университета, доктор сельхознаук Наталья Черноградская. По ее словам, в состав кормовой добавки входит циолит, озерный сапропель и кемпиндяйская соль. Эту добавку хозяйства уже применяют в кормах для животных. А на днях разработка доцента университета получила серебряную медаль на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Для крупного скота молодняка мы используем от 70 до 100 граммов. Это кемпиндяйская соль 5-10 граммов по норме. А совместно с этой сапропелью для молодняка 200 граммов, а для взрослых 200-300 граммов. Это дает повышение для роста развития молодняка, а для этого молочной продуктивности повышается на 15-20%. В Якутске в сентябре этого года открылся стационарный пункт техосмотра на базе казенного предприятия «Дороги Арктики». На Хатын-Урядском шоссе проводят технический осмотр всех категорий автомобильного транспорта, от легковых до грузовых. Какие требования существуют к автомобилям и что может послужить для отказа дальнейшего осмотра, разбирался наш коллега Евгений Тайтонов. По данным Российского союза автостраховщиков, технический осмотр транспорта в Якутии проводят 43 компании, но только 12 из них аккредитованы на все категории автотранспорта, куда входят легковые, грузовые и транспорт для перевозки пассажиров. Состояние кузова, исправность световых приборов, общая исправность. И это только минимум техосмотра. При установке силовых бамперов или отдельных агрегатов должно иметься документы с ГИБДД о том, что машина прошла переоборудование. Также это с ГБО. Обращаем внимание на ремни безопасности, на рабочее состояние кресел. Получается, все движимые механизмы должны быть в рабочем состоянии. Также в панели приборов не должны гореть ошибки в виде чеков или АБС. После прохождения первого этапа транспортное средство направляется на проверку тормозного механизма. Далее
Далее идет измерение люфта рулевого механизма и проверка на наличие подтека тормозной жидкости, нарушения герметичности трубок. Другой немаловажный аспект – это фары. Они должны светить не только ровно и прямо, но и ярко. Мелкий недочет может привести к отмене техосмотра. Прибор предназначен для измерения света фар. Он необходим для того, чтобы вот на дороге, например, машина едет, и она не слепила впереди едящего водителя. Ну и как он, в принципе, измеряет? Этот прибор устанавливается перед фарой. Далее устанавливается значение и видим в линзе, как он светит. Далее регулируется фара. Техосмотр каждый год прохожу. Нужен, конечно, каждый год пройти надо этот техосмотр, хотя бы раз в год. А так машина в целом состоянии отличная, хорошая. Прошел, думаю, техосмотр. Сейчас компания планирует открыть в 9 северных районах республики передвижные пункты техосмотра. Соответствующие документы уже отправлены в Российский союз автостраховщиков. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. В преддверии празднования Республиканского дня матери сегодня региональные власти и представители городской администрации возложили цветы к памятнику матери. Отметим, что этот праздник был учрежден указом президента Якутии в сентябре 1993 года. Его отмечают каждое третье воскресенье октября. В этом году он выпал на 17 октября. В эти дни в образовательных учреждениях Якутии будут проходить классные часы, различные конкурсы и викторины. А в столице региона часть мероприятий будет проходить, к сожалению, в формате онлайн из-за сложной эпидемиологической ситуации. Напомним, Всероссийский день матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 28 ноября. В 2017 году указом главы Республики Саха-Якутия в республике учрежден знак «Мать-героиня Республики Саха-Якутия» и знак «Материнская слава» 1, 2, 3 степени. И на сегодня 22 матери носят это высокое звание «Мать-героиня Республики Саха-Якутия». 22 матери. И ежегодно присваивается это звание нашим многодетным матерям, имеющим 10 и более детей. В последние годы в знак признания созидающей роли матери по инициативе жителей, общественных организаций, при поддержке муниципалитетов на местах восстанавливаются и идут работы по созданию памятников и скверов матери. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.